На канале Абхазского телевидения вы смотрите информационный выпуск Камшикшара. Здравствуйте. Президент Рауль Хаджимба встретился с заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашидом Нургалиевым, который прибыл в Абхазию с рабочим визитом. Во встрече также приняли участие секретарь Совета безопасности Абхазии Мухаммед Килба и чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин. Это вопросы, связанные с темой и работы по линии МВД, сотрудничества в этом направлении, вопросы и границы, вопросы, связанные с темой создания соответствующих условий по пограничному сотрудничеству, таможенному сотрудничеству, вопросы и медицинской тематики, которые для нас очень важны. И сегодня те мероприятия, которые проводятся, еще раз свидетельствуют о готовности сторон работать именно в этом направлении. И есть положительные уже результаты, свидетельствующие о том, что вот как раз-таки это сотрудничество дает нам возможность говорить о том, что мы на правильном пути. Я думаю, что, конечно, именно пространство безопасности для нас очень важно. Архитектура безопасности с учетом современных реалий в мире, она должна быть адекватна тем угрозам внешним, которые есть. Поэтому эти вопросы, которые сейчас были сказаны, они действительно завтра войдут в повестку обсуждения. Жизнь и здоровье граждан – одни из главных приоритетов национальной безопасности. В Гагаре с участием секретаря Совета безопасности Абхазии Мухаммеда Килба, заместителя секретаря Совета России Рашида Нургалиева, министра здравоохранения Абхазии Тамаза Цахнаки и руководства сводного отряда ФМБА состоялось заседание, на котором были обсуждены предварительные итоги диспансеризации населения республики. Подробности в репортаже Али Китрапш. Открывая заседание, секретарь Совета безопасности Абхазии Мухаммед Килба поблагодарил врачей из учреждений медико-биологического агентства России, которые за столь короткий срок провели полное обследование жителей Абхазии. Мухаммед Килба выразил надежду, что начатая работа будет продолжена и в дальнейшем. За короткое время была проведена действительно серьезная работа, направлена на каждого жителя Республики Абхазия. В дальнейшем, я думаю, что именно на этом примере и наращивая эту ситуацию, и в том числе с участием и врачей Республики Абхазия, мы эту работу обязаны, коль мы начали именно по инициативе, вашей инициативе, и на сегодняшний день мы вышли на определенный рубеж. Итоги конкретно и не подведены, полностью не подведены, не все просчитано и посчитано, но тем не менее мы можем на сегодняшний день констатировать то, что большая часть тех задач, которые ставили перед собой, они выполнены. Как подчеркнул заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашид Нургалиев, жизнь и здоровье граждан, как и их безопасность – главные приоритеты в деятельности Советов безопасности двух стран. Я хотел бы сказать Министерству здравоохранения огромное спасибо, Анатолий Николаевич, который курировал этот вопрос. Ну и самое главное другое я хочу сказать. Та московская встреча послужила тем основанием, где вы поставили вопрос относительно того, что жизнь, как и безопасность граждан, находится именно на грани наших с вами решения вопросов. Поэтому то, что сейчас провели, то, что сегодня имеется уже большой массив людей по профильным заболеваниям, по каким-то компетенциям и так далее, эта диагностика позволит, по сути дела, оздоровлять людей. Поэтому мы с вами, в общем-то, считаю, что правильно тогда обсудили эту тему, доложили ее секретарю Совбеза России. И еще раз обращаюсь внимание Министерству здравоохранения, ФМБА, которые откликнулись, и мы, по сути дела, получили такой соответствующий сегодня результат. От лица здравоохранения, Министерства здравоохранения Российской Федерации, лично Вероники Игоревны, в адрес сотрудников ФМБА, руководства ФМБА, которые провели действительно большую работу на территории дружественной нам Республики Абхазия. Хочу поблагодарить руководство Республики Абхазия, Министерство здравоохранения Абхазии за то, что создали замечательные условия для работы наших коллег из ФМБА. Всеобщая диспансеризация населения Абхазии проходила во всех городах и районах республики с 5 апреля по 9 июня. За этот период были обследованы более 13 тысяч человек. Министр здравоохранения Тамаз Цахнаки отметил слаженную работу российских медиков. Кроме того, как подчеркнул министр, у Минздрава Абхазии с российскими коллегами в планах открыть отделение кардиохирургии на базе республиканской больницы.
Техническое задание они уже подготовили, соответствующее по реконструкции, капитальному ремонту отделения, где оно будет базироваться. И готовится проект межправительственного соглашения, который мы будем обсуждать в ближайшее время. Я думаю, что вот к концу года вот эти два вопроса, они также будут решены, что для нас очень важно. В завершении встречи Томас Сахнаки вручил коллективу ФМБА почетную грамоту за добросовестный, безупречный труд, значительный вклад в дело охраны здоровья граждан. Аля Катрапш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Президент Рауль Хаджумба принял председателя республиканского движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость», члена Общественной палаты Гули Кичба. На встрече состоялась церемония вручения Гули Кичба ордена Ахтябша второй степени. Репортаж Налы Ковы. Поздравляя Гули Кичба с юбилеем, Рауль Хаджумба отметил ее вклад в укрепление государственности Абхазии, в развитие отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, в особенности с республиками Северного Кавказа. Ферефи бзороны, я абсолют он сгуянаго. И все решают абхайки. И все там раз хюмор братучку, хмот отвернула зиги, бзерко пипшхар пипшам тацвейца. Гули Кичба поблагодарила президента за поздравления. Репшал шары сыстызги, шарт хенткара яхагыло, ванзиги яхагылыс, яхяо жранза, абри хапсынра, езиги из харадба, езиги алшара курцшины юрадба. Президент Рауль Хаджумба вручил Гули Кичба ордена Ахтябша второй степени, которого она была удостоена за заслуги перед Республикой Абхазия, активную общественно-политическую деятельность. Это, конечно, большая ответственность. Я благодарна руководству страны за оказанную честь, потому что я это расцениваю как заслуга и роль деятельности вообще всего движения матерей, в частности, матерей, чьи дети отдали свою жизнь за нашу свободу, независимость. Благодаря им мы признаны сейчас самой такой сильной державой, как Россия. Я уверена, что не за горами будет и мировое признание, потому что к этому стремится наше молодое государство. Гули Кичба прошла непростой жизненный путь. Чем бы ни занималась Гули Михайловна, будь то работа в литературно-мемориальном музее Гулия или Сухумском культурном центре имени Кугония, она всегда проявляла высокую ответственность и профессиональный подход ко всем вопросам. С первых дней Отечественной войны 1992-1993 годов сыновья Гули Кичба, Арзамет и Дмитрий Тарба, встали на защиту Родины. Арзамет Тарба удостоен высшего звания Героя Абхазии. Гули Кичба более 20 лет руководит движением «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость». Эта общественная организация проводит большую работу, заботясь о семьях защитников Отечества, сложивших головы за свободу Абхазии, укрепляет сотрудничество между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, в особенности с республиками Северного Кавказа. Гули Кичба также принимает активное участие в общественно значимых событиях, происходящих в Абхазии и за ее пределами. Нала Ковы, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял делегацию Республики Абхазия, которая принимала участие в международном мониторинге выборов депутатов парламента страны. Анатолий Бибилов поблагодарил гостей за участие в столь значимом для Республики Южная Осетия мероприятии. В качестве иностранных наблюдателей на выборы были делегированы председатель парламентского комитета по культуре, делам молодежи и спорту Винори Бебия, депутат Народного собрания Ашот Минасян и представитель ЦИК Абхазии Аляс Бранце. Министр по налогам и сборам Даур Курмазия и министр сельского хозяйства Миран Какаля провели выездное совещание в администрации Чемчирского района по вопросам собираемости налогов и платежей. На встречу также были приглашены руководители рыбоперерабатывающих предприятий, функционирующих в районе, а их здесь 5. Именно за счет налоговых платежей заводов, занимающихся переработкой рыбы, и образуется районный бюджет. Доля этих платежей составляет до 70%.
на состоявшейся встрече в Ачимчире были подведены итоги поступления налогов за первое полугодие 2019 года. Как было отмечено, пока что ни одно предприятие не выполнило обязательства по положенным платежам. Как отметил министр по налогам и сборам Даур Курмази, плановые показатели собираемости налогов за 6 месяцев не выполнены, и это грозит невыполнением годового бюджета. Текущий год знаменуется, по нашей информации, очень хорошими показателями по лову рыбы. Насколько нам известно и по представленной нам информации, по предприятиям Ачимчирского района 47 тысяч тонн. Для сравнения, показатель 2016 года – это 38 тысяч тонн по предприятиям Ачимчирского района. Объем лова и переработки. Однако, на сегодняшний день мы пока имеем данные только отчетности за первый квартал 2019 года, и суммы начисленных и уплаченных налоговых платежей вызывают у нас массу вопросов. Если быть предельно откровенным, то ожидаемые нами прогнозы начисления уплаты налоговых платежей пока слегка превысили половину. В Абхазии запущен новый социально-экономический проект, направленный на предоставление услуг в сфере перевозок. Уже несколько месяцев, как в республике, введена специальная интернет-агрегация, которая действует от Сочи до Ингура. Речь идет о работе единой диспетчерской службы такси. О том, как работает новая услуга и как к ней подключиться, расскажет Гугут Савардания. В марте 2019 года в Абхазии был запущен социально-экономический проект, направленный на увеличение рабочих мест в сфере услуг такси, позволяющий уменьшить стоимость поездок по стране за счет ликвидации обратного хода таксистов. Впервые проект был презентован в городе Гал. На сегодняшний день в Абхазии существуют как специальные фирмы, занимающиеся перевозкой пассажиров, так и частные такси. И по словам организатора проекта Александра Басария, все они нуждаются в увеличении заказов. Единая программа позволяет объединять всех пассажиров и таксистов в общую диспетчерскую службу. Данный проект он дает возможность не только всем водителям объединиться и получать систематизированные заказы с одного котла, тем самым увеличить свой заработок и тем самым убрать холостой ход, но это еще позволяет понизить стоимость поездок для населения. То есть получается, если водитель едет с города, к примеру, на Новый район и обратно, он, получается, уже вот эту поездку делит на две суммы. Соответственно, нашим гражданам это становится дешевле и удобнее. Для того, чтобы стать пользователем единой диспетчерской службы, нужно установить на мобильном устройстве приложение о такси и сим-карту Российской Федерации для определения позывного. Для пассажиров программой предусмотрена возможность оплаты за перевозку безналичным расчетом. Кроме того, как отметил Александр Басария, данная программа адаптирована для людей, у которых отсутствует слух. Для нас было очень приятно узнать, что наша агрегация абсолютно адаптирована для водителей с ограниченными возможностями в плане, как правильно сказать, глухонемые, да, ребята. У нас агрегация позволяет соединять клиента и водителя с помощью не только прямых звонков, но и push-SMS. Push-SMS внутри вот этого ихнего контакта, он абсолютно бесплатный. А если заказ идет через диспетчера, то получается водитель сообщает диспетчеру, что, допустим, клиент не выходит, диспетчер связывается с клиентом, отправляет сообщение водителю, что мы его поторопили, сейчас он выйдет, или же отменяют заказ, и водитель едет дальше на следующий заказ. В основном в сфере перевозок работают ветераны. В связи с этим представителями компании «Атакси» было принято решение провести акцию, приуроченную ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии, и предоставить всем ветеранам с 1 июня по 30 сентября текущего года возможность принимать заказы и обрабатывать их без ограничений на всей территории Абхазии бесплатно. Мы подписали с такой акцией соглашение, значит, с 5 основными организациями, такими как Амсахара, Аруа, Абаш, Союз ветеранов батальонов Горец и Абхазская гвардия. Это вот такие основные ветеранские организации, которые мы все хорошо знаем. Данный проект, в принципе, ими был воспринят положительно. Мы надеемся, что ребята начнут подключаться повсеместно. Таким образом, теперь в любой точке Абхазии с помощью мобильного приложения можно быстро и по доступной цене воспользоваться услугами такси. И как обещают представители «Атакси», они постараются сделать так, чтобы программа работала качественно и без перебоев. Гугут Савардания, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.
9 июня в отеле-ресторане «Леон» состоялась презентация исторического декоративно-художественного панно «Царь Леон». Автором композиции является член Союза художников Украины Руслан Тарасов. О сюжетной линии экспозиции и о том, как возникла сама идея создания панно, в репортаже Алисы Шамба. С первых дней открытия отель-ресторан «Леон» приковывает к себе взоры не только жителей столицы, но и зарубежных гостей, весьма избалованных высококлассным сервисом и качественной интернациональной кухней. Стоит отметить, что удобное расположение отеля, ресторана в самом центре набережной Сухума, сделало его одним из самых заметных и привлекательных в стране. Совсем недавно «Леон» был удостоен премии International Star for Quality – международная звезда качества в Швейцарии. Получая награду, генеральный директор отеля Гиви Чамагуа отметил, что посвящает ее своей стране Абхазии. Идея создания в гостинице исторического панно возникла у Гиви Чамагуа несколько лет назад. И не случайно, что задумка была презентована в Международный день друзей 9 июня в торжественной обстановке в кругу почитателей отеля. Как отмечают сотрудники гостиницы, декоративно-художественное панно «Царь Леон» передает неповторимый местный колорит. И это то, что хочет видеть гость, посещая страну души. Сама гостиница называется «Леон». И поэтому мы пытались выдержать и в стиле, и хотелось оформить это не только художественно, но и с исторической точки зрения. И вот мы, тоже наш друг, молодой художник, сухумчанин Руслан Тарасов взялся за эту работу. Работу он достаточно долго и кропотливо, и каждый раз он консультировался относительно исторического контекста. Надеюсь, что зрителям, нашим гостям понравится работа. Работу по художественному оформлению выполнил художник-график Руслан Тарасов, который вырос в Сухуме. При выборе темы панно вдохновением для автора послужило название отеля. Я здесь вырос, и меня не может не вдохновлять то, что окружает меня, то, что я видел, слышал с детства. Мой дипломный проект был посвящен абхазскому эпосу. Я не ищу экзотику, меня вдохновляет то, что со мной, а не где-то. Ко всем деталям я подходил скрупулезно и тщательно. Единственное, может быть, особая ответственность была, когда делал центральные. Для этого проекта была разработана техника авторского лифкаса, когда неповторимый рисунок древесины задействован как дополнительный художественно-графический прием. Все панно собрано в единый пазл, наполненный архаическими символами и знаками. У нашего бизнеса есть большая перспектива. Когда Гиви Чамагуа начинал эту гостиницу строить, он обратился в нашу компанию строительную. И запрос был такой: построить здание, которое бы вписывалось в архитектуру города. Очень приятно, что весь персонал состоит из местных жителей наших, и строители, и архитекторы. Это весь продукт, который произведен в Абхазии нашими молодыми, талантливыми. Мы в каждом своем объекте должны демонстрировать свою культуру, свою историю. Вот это панно оправдывает свое название. Теперь гости отеля-ресторана «Леон» имеют возможность не только отдохнуть в комфортных условиях, но и узнать многое об истории Абхазии и прикоснуться к творчеству талантливого художника. Алиса Шамба, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. Республиканское унитарное предприятие «Черноморэнерго» сообщает, что 11 июня с 10 до 14 часов в связи с ремонтными работами на открытом распределительном устройстве будет отключена подстанция Очимчира-Тяга. А сейчас о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Сохранится удушливо жаркая погода. Температура воздуха ночью плюс 18-23, днем плюс 30-35. Температура морской воды плюс 22. И на этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами.